Общероссийская общественная организация «Россия» последние 2 месяца активно вела переговорный процесс со своими партнерами из национальных организаций народов России. Цель этих переговоров состояла в том, чтобы договориться о возможностях и перспективах совместной интернациональной работы. И вот сегодня, как венец этих переговоров, состоялось торжественное подписание многостороннего соглашения. И уже на первом этапе это соглашение было поддержано 13 организациями народов России. В ходе беседы, в ходе обсуждения сегодня договорились о тесном взаимодействии, о формировании совместными усилиями Федерального совета национальностей, который явится той площадкой, которая будет в ежедневном режиме организовывать совместную работу. Я представляю Российский конгресс народов Кавказа и Татаркулов Али Хасанович, председатель движения. Очень рад присутствовать сегодня на подписании, на мой взгляд, очень важных документов. Важность их заключается в содержании. Мне нравится идея интернационализма, дружбы народов. Мне нравятся цели, естественно, нравится направление, духовно-нравственное воспитание и прочее, прочее. То есть и здесь собрались сегодня единомышленники, которые хотят, чтобы поменьше было вражды в мире, больше продуктивного развития. И я думаю, что сегодня положили начало хорошему делу, к чему будут присоединяться и остальные люди, организации. Мир опять подошел к той черте, за которой опять размежевание, опять разделение на полюса. Однополярный мир заканчивается, и нам здесь свой полюс. Он нужен нам в прежнем братском, социальном плане. Поэтому я думаю, что мы с удовольствием это поддержали и думаю, что все у нас получится. Основная цель нашей сегодняшней встречи – это вести совместную работу в области сотрудничества, развития нашего межнационального общения, сближения наших народов, сплочения в одно единое общее пространство евразийское, можно так сказать, и привитие духа интернационализма, духа дружбы и братства. Ну, исторически так сложилось, что мы все сосуществуем под одним символом, это под символом дружбы, мира между нашими народами. Нас объединяет очень многое. Прошедшая наша история, настоящая и будущее нашей истории. Нас объединяет не только территориальная связь, но и духовная, культурная, моральная. Абдулла Давлатов, Союз Таджикистанцев в России. Я очень рад, что сегодня нам удалось подписать такое многонациональное, многостороннее соглашение. И подписывая это соглашение, я вспомнил слова нашего великого предка, который говорил почти 900 лет назад, Джалалуддин Руми, что «Хамдили асам забони бехтараст». Единомыслие, единосердечие, оно намного лучше, чем единоязычие. Поэтому я очень рад, очень
воодушевлен, что люди разных национальностей, все общественные объединения Российской Федерации, граждане Российской Федерации в эти дни объединяемся и подписывали такое соглашение. Национальный, межнациональный вопрос, он очень тонкий, очень болезненный. Если этим вопросом не заниматься постоянно, каждый день и на перспективу, то может привести к трагическим результатам, как было в последний раз развал Советского Союза в 1991 году по национальным квартирам, так называемым. Эта опасность всегда присутствует. Поэтому сегодняшнее создание нашей организации общественного лица руководителей некоторых диаспор, потом еще подключаться, надеюсь, это будет еще одна капля, или, я не знаю, может быть, не капля воды в море, а может быть еще больше наш вклад для того, чтобы Россия, вот и флаг за мной стоит, слово «Россия», не повторила судьбу СССР, не развалилась не по национальным, так сказать, квартирам, по межконфессиональным, а было мощное интернациональное государство, не на бумаге интернациональное, как советское, а по факту. Сегодня я присутствовал на очередном заседании, втором заседании Федерального совета, организующегося вот сейчас в процессе прям мы организовываемся. В общем, все нравится, все обещает быть интересным. Идеи общения между народами. Здесь участвуют другие представители других национальностей, других общественных организаций. И это замечательно, потому что только на основе взаимного общения, взаимной помощи, только вместе, создавая, организовывая, придумывая, создавая, реализовывая совместные проекты, можно действительно добиться результата, добиться успеха. Да, Владимир Сергеевич Головачев, первый заместитель председателя межрегиональной общественной организации «Карельское Содружество». Я хочу сказать, что правление и актив нашей организации, межрегиональной общественной организации «Карельское Содружество», поддерживает сегодняшнее подписание соглашения между ключевыми партнерами, ведущими силами инициированного общероссийской общественной организации «Россия», соглашение о сотрудничестве, о партнерстве, включающее в себя и гуманитарные аспекты, и социальные, и политические. Действительно, в условиях современной нестабильности мирового рынка, мировых устоев, вот подобные соглашения между организациями, которые ведут созидательную, нужную как России, так и миру деятельность, они действительно очень важны для нас. Поэтому наша организация, которая также достаточно широко работает на федеральном, на региональном уровне, представляя не только культуру и потенциал нашей республики Карелия, но и активно работая с представителями финно-угорских народов России, активно поддерживает подобные миротворческие гуманитарные акции. Мы со своей стороны будем рады активно включиться в работу. У нас есть большой опыт по организации всероссийских и международных проектов, которые, я думаю, пригодятся всем нашим коллегам, вступившим в этот новый совещательный орган.